Бзерашәымаз ҳаҭыр зқәу Аԥсны Ахада, ҳаҭыр зқәу адепутатцәа иара убас иахьатәи аилатәара иалахәу зегьы. Ишыжәдыруа еиԥш иахьатәи ҳаилатәара аскуп Аԥсны Ахада апарламент ахь инашьҭымҭа. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемый президент, уважаемые присутствующие. Наше сегодняшнее заседание посвящено ежегодному посланию президента Республики Абхазия. Количество присутствующих в зале депутатов достаточно для проведения заседания сессии парламента. Объявляю заседание сессии парламента открытым. Уважаемые депутаты, вам роздана повестка дня сегодняшнего заседания. В повестке дня всего один вопрос. Послание президента Республики Абхазия парламенту Республики Абхазия. Это послание делается в соответствии со статьей 47 Конституции Республики Абхазия и со статьей 139 Регламента Народного собрания парламента Республики Абхазия. Прошу вас утвердить повестку дня сегодняшнего заседания парламента. Прошу голосовать. Спасибо. Повестка утверждена. Слово предоставляется президенту Республики Абхазия Бжаня Аслану Георгиевичу. Уважаемые депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, уважаемые приглашенные, обращаюсь к вам с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной ветви власти в прошедшем году и о планах работы в 2022 году. Напомню, что я ранее не представлял послания, поскольку страна столкнулась с незнакомой нам эпидемией коронавирусной инфекции, и все наши силы были направлены на организацию противостояния болезни, хотя в новейшей истории Абхазии были случаи, когда глава государства не обращался с ежегодным посланием Народному собранию без видимых причин. Начну свое обращение с того, какие усилия были предприняты в борьбе с пандемией. Коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом для системы здравоохранения Республики Абхазия, которая почти 2 года испытывала тяжелую нагрузку. Государство сделало все возможное для обеспечения лечебных учреждений необходимыми медикаментами, расходным материалом и оборудованием. Приведу некоторые данные по бюджетным расходам на борьбу с COVID-19, в том числе по расходам из резервного фонда президента. В период с 2020 года по настоящее время со счет средств государственного бюджета было направлено 1 миллиард 18 миллионов рублей, в том числе на выплату дополнительной заработной платы медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, 282 миллиона рублей. Функционирование деятельности Гудаутской ЦРБ более 102 миллионов рублей. Ремонтно-восстановительные работы объектов системы здравоохранения 8 миллионов 800 тысяч рублей.
приобретение и поставку расходных материалов, медикаментов и медоборудования 533,5 миллиона рублей. Приобретение, доставку и подключение кислорода 28,5 миллионов рублей. Расходы по размещению граждан, находящихся на карантине, а также по размещению мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России 25 миллионов рублей. Питание, хозтовары, биотехнические услуги, санитарно-транспортные средства, горюче-смазочные материалы, мединвентарь, строительство помещений для установки инсератора для СЭС около 36,5 миллионов рублей. Из общих расходов на изложенные выше цели со счет средств Резервного фонда президента Республики Абхазия было направлено 318 миллионов рублей. Кроме этого, государству удалось осуществить ремонтно-восстановительные работы в Гудаутской ЦРБ, в родильном отделении Республиканской больницы, восстановить и оцифровать рентген-аппараты для Галской и Ачимчирской ЦРБ, приобрести для районных служб здравоохранения автомобили скорой медицинской помощи, оборудование бесперебойного питания, аппараты ИВЛ. В настоящее время планируются ремонтно-восстановительные работы в специализированной психоневрологической больнице и строительство новой республиканской детской больницы. Система здравоохранения Республики Абхазия, к сожалению, еще не способна оказывать весь объем специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с этим Министерством здравоохранения реализуется целевая программа, направленная на обеспечение в необходимых случаях лечения наших граждан за пределами Республики Абхазия. Объем финансирования составляет более 75 миллионов рублей. В рамках этой программы на лечение за пределами Республики Абхазия направлено 224 гражданина Республики Абхазия. Работа в данном направлении продолжается и в этом году. Особого внимания требует вопрос обеспечения медицинских учреждений Республики Абхазия высококвалифицированными кадрами. В 2021 году государством выделено 13 миллионов рублей в рамках ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия» на оплату обучения будущих специалистов в Российской Федерации. Такая поддержка со стороны государства направлена прежде всего на восполнение имеющегося дефицита кадров. При подготовке ведомственной целевой программы на 2022 год в перечне обязательных условий для включения абитуриентов и студентов в данную программу предусмотрено подписание договора с Министерством здравоохранения Республики Абхазия, предусматривающего обязанность выпускников медвузов трудоустроиться на территории республики, а Министерство здравоохранения обеспечить их трудоустройство. Уважаемые коллеги, соотечественники, мы глубоко благодарны нашим врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, каждому, кто на протяжении 2 лет самоотверженно работал, спасая жизни наших соотечественников в крайне сложных условиях. Государству удалось осуществить ряд мер по социальной поддержке граждан. Так, в период с 2020 года по настоящее время за счет средств государственного бюджета на оказание адресной материальной помощи, оплату расходов на лечение граждан на территории и за пределами Республики Абхазия, оплату расходов на обучение граждан Республики Абхазия, на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, направлено 803 миллиона рублей, в том числе на оплату расходов на обучение граждан Республики Абхазия 65 миллионов рублей, это коснулось 404 человека. Оплату расходов на лечение граждан на территории и за пределами Республики Абхазия почти 258 миллионов рублей. Поддержку получили 2449 человек. Оказание адресной материальной помощи
более 170 миллионов рублей. Это коснулось 4195 человек. Оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 108 миллионов рублей. Поддержку получили 784 человека при оцененном ущербе 297 миллионов рублей. Эта работа будет продолжаться. Источники финансирования – наш собственный государственный бюджет. Ликвидацию последствий стихийных бедствий, имеется в виду ремонтно-восстановительные работы, 201 миллион рублей. В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируется 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, в том числе реализация программы «Жилище-2022» – 37 миллионов рублей, обладателями обеспеченных финансированием сертификатов участника программы стали 47 человек, которым приобретено жилье. Реализацию мероприятий на поддержку электроэнергетики – 142 миллиона рублей, реализацию мероприятий по созданию электронных баз данных для учетной и отчетной документации и создания ключевых кодов, классификаторов отраслей народного хозяйства и внешнеэкономической деятельности – 11 миллионов рублей, реализацию программы развития сельского хозяйства в 2021 и 2022 годах уже выделено 118 миллионов рублей, реализацию мероприятий в сфере культуры – 57 миллионов рублей, реализацию мероприятий в сфере образования и языковой политики – 54 миллиона рублей, реализацию мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики – 42 миллиона рублей. В период с 2020 года по 1 июня 2022 года на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан было направлено 481 миллион рублей. Получателями пособий являются 7982 человека. Уважаемые коллеги, общеизвестно, что национальная экономика находится под значительным влиянием внешних факторов, она не в состоянии самостоятельно решать проблемы без российской финансовой помощи. Сохраняя инвестиционную изоляцию, невозможно добиться качественного изменения. Согласно статданным, ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20% выше аналогичного показателя предшествующего года. Средние денежные доходы на душу населения в 2021 году составили 12 880 рублей. Средняя заработная плата одного работающего – 18 586 рублей. Количество пенсионеров в 2021 году составило более 48 тысяч. Среднегодовая величина среднемесячного прожиточного минимума на одного человека составляет 7 800 рублей. Несмотря на положительную динамику по ряду показателей, определяющих социально-экономическое положение Абхазии, остаются нерешенными задачи и проблемы, сдерживающие ее развитие. Прежде всего, это ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции, производимой в республике, сезонность сбыта для большей части производимой продукции, дефицит высококвалифицированной рабочей силы, недостаточная доступность и качество электроснабжения, изношенность инженерной инфраструктуры, имеется в виду водоснабжение, водоотведение, канализация, отсутствие современных правовых механизмов оборота земли и недвижимости, отсутствие эффективного централизованного кадастрового учета земли и недвижимости, отсутствие качественной и необходимой транспортной инфраструктуры, отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении государственных услуг объектам бизнеса, высокий уровень безработицы, высокая доля теневой экономики. Среди существующих факторов сдерживания низкий уровень развития банковской системы,
Необходимо отметить, что существует некоторая положительная динамика и в этой сфере. Так, трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Республики Абхазия в 2021 году в рублевом эквиваленте составил 96 миллиардов рублей, что на 35 миллиардов рублей больше аналогичного показателя 2020 года. Приток денежных средств в Республику Абхазия через банковскую систему составил 51 миллиард рублей, а отток денежных средств из страны – 46 миллиардов рублей. В 2021 году объем вкладов населения в коммерческие банки вырос почти на 500 миллионов рублей и составил 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это позволило нарастить процесс кредитования. По итогам 2021 года объем кредитного портфеля в банковской системе составил 4 миллиарда 500 миллионов рублей, что на 668 миллионов рублей больше, чем на начало 2021 года. Значительно вырос объем операций по картам АПРА за пределами Абхазии, что явилось следствием интеграции национальной платежной системы с российской платежной системой МИР. При этом ставка рефинансирования, действующая в Республике Абхазия, делает кредитование слишком дорогим. Наша задача – предпринять все возможные усилия для того, чтобы кредитные ресурсы для граждан и субъектов экономики становились более доступными. В рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия» на 2020-2022 годы предусмотрены мероприятия по развитию автодорожной сети на сумму более 800 миллионов рублей, системы водоснабжения и водоотведения почти на 1 миллиард рублей, городской инфраструктуры на 350 миллионов рублей, модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей на 770 миллионов рублей и многое другое. Введен в эксплуатацию за этот период с 2020 года 71 объект, в том числе многострадальная Творчальская больница. 20 объектов будет введено в эксплуатацию до конца текущего года. О промышленности. Объем реализованной продукции в 2021 году составил 6 миллиардов 400 миллионов рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году. Наша страна имеет подтвержденные запасы угля, торфа, доломита, мрамора, гранита, известняка и других инертных материалов, используемых в сфере строительства. При этом существуют сдерживающие развитие факторы, характерные для всех отраслей экономики. Для формирования национальной производственной базы необходима финансовая поддержка. У республики есть ресурсные возможности для создания производств и предприятий, ориентированных на экспорт, и эти перспективы возможны при реализации государственной программы поддержки проектов за счет льготного кредитования с участием российских банков. Наиболее перспективными направлениями, по нашему убеждению, являются развитие пищевой перерабатывающей промышленности, развитие легкой промышленности, производство строительных материалов, производство минеральной питьевой воды, алкогольной продукции. В целях развития производственного потенциала планируется реализация таких мер государственной поддержки проектов, как возмещение части затрат на приобретение производственного оборудования и техники в целях создания, развития либо модернизации производства. Особой отраслью национальной экономики является сельское хозяйство, одно из наиболее рискованных направлений для инвестиций. Именно поэтому частная инициатива по привлечению в сельское хозяйство инвестиций должна поддерживаться государством. Отрасль должна стать составной частью фундамента социально-экономического развития республики, обеспечения занятости населения. В то же время на сельском хозяйстве лежит еще одна важнейшая функция – прекращение оттока населения из сельской местности в город.
Общая ситуация в отрасли на текущий момент такова. Продукция сельского хозяйства в ценах 2021 года оценивалась в 7 миллиардов 428 миллионов рублей. Посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 6,8 тысяч гектаров, без учета личных подсобных хозяйств. Это очень мало. В сфере растениеведства преобладает наращивание цитрусовых и других культур. Валовый сбор основных продуктов растениеведства в 2021 году составил 70 тысяч тонн, в том числе цитрусовые 23 тысячи тонн, виноград 6,3 тысяч тонн, овощи 15 тысяч тонн. В 2021 году в структуре экспорта товары сельскохозяйственного производства составили 28%. Факторы, сдерживающие развитие отрасли, известны. Нет необходимости их перечислять. Экспорт сельхозпродукции решает задачу притока денежной массы, чрезвычайно важную для республики в условиях отсутствия денежной эмиссии. Оживление сельского хозяйства является важнейшим фактором развития регионов республики. В целях развития сельского хозяйства планируется реализация мер государственной поддержки проектов, таких как возмещение части затрат на реализацию мероприятий в сфере растениеводства, приобретение семян и саженцев, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, закладку и уход за виноградниками, раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию площадей, а также субсидирование производства зерновых культур, кукурузы, овощей, закладки многолетних насаждений. В 2021 году впервые была принята ведомственная целевая программа развития сельского хозяйства на сумму 100 миллионов рублей. В соответствии с ней были приняты проекты, представленные юридическими и физическими лицами, жителями сельской местности, которым была оказана безвозмездная помощь в виде услуг, работ, материалов, саженцев, оборудованием по 4 отраслевым направлениям. Это закладка многолетних и однолетних культур в открытом и закрытом грунтах, развитие животноводства и рыбной отрасли, создание и развитие производственно-технической базы по переработке сельскохозяйственной продукции. На мероприятия по защите растений и приобретение оборудования для лаборатории ветеринарной службы направлено 22 миллиона рублей. Всего конкурсной комиссией был одобрен 91 проект на сумму более 77 миллионов рублей по животноводству, птицеводству, рыбоводству, растениеводству, переработке сельскохозяйственной продукции. Из 91 проект реализовано 39, а 52 находятся на завершающей стадии реализации. В результате будет создано около 100 рабочих мест. Подготовлена аналогичная программа развития сельского хозяйства на 2022 год. В сложившихся в распределении трудовых ресурсов условиях требуется перераспределение занятости от финансируемых государственным бюджетом и датируемых из него сфер в частные инициативы. Это позволит обеспечить создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы. Однако на сегодняшний день отсутствуют меры поддержки, направленные на развитие данного сегмента экономики. Сдерживающими факторами являются недостаток оборотных средств у субъектов малого и среднего бизнеса, а также отсутствие финансовых мер поддержки местных производителей, низкий уровень доступа предпринимателей к необходимым им банковским продуктам, отсутствие эффективных программ и целевого кредитования, отсутствие нормативно-правового акта, определяющего критерии отнесения субъектов экономики к малому и среднему предпринимательству. Для обеспечения развития малого и среднего предпринимательства будет реализована такая мера государственной поддержки, как возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым на реализацию проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма. Об инвестиционной политике. Уважаемые депутаты, отдельно хочу остановиться на инвестиционной привлекательности.
Мы должны понимать, что инвестиции сами в страну не придут. Наша задача – дать возможность инвестору уверенно чувствовать себя в Абхазии и понимать, что ему здесь рады. И главным акцентом должно быть соответствующее законодательство, определяющее понятные правила. Как вы знаете, с 2021 года мы приступили к реализации программы формирования общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Планируемые изменения законодательства должны существенным образом улучшить инвестиционный климат в стране и повысить уровень администрирования налоговых платежей в целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения уровня инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности необходимо провести сокращение контрольно-надзорных функций государства. Необходимо проведение инвентаризации полномочий органов государственного управления, осуществляющих контрольно-надзорные функции от лица государства с целью проработки вопросов совершенствования законодательства в области государственного контроля, надзора в контексте упрощения процедур ведения бизнеса. В последние годы наметилась устойчивая тенденция к увеличению собственных доходов государственного бюджета, несмотря на негативные последствия в экономике, вызванные пандемией. По результатам 2021 года поступления платежей, администрируемых налоговыми органами, составили более 3 миллиардов 394 миллионов рублей, при уточненном плане в 2 миллиарда 958 миллионов рублей, что составило 115% от запланированных доходов или 436 миллионов рублей сверх плана. По сравнению с предыдущим годом динамика составила 136% или 890 миллионов 370 тысяч рублей. По итогам 5 месяцев 2022 года поступления платежей составили более 1 миллиарда 290 миллионов рублей, при плане 936 миллионов рублей, что составило 138% от запланированных доходов или более 354 миллионов рублей. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия осуществляет активное взаимодействие со своими коллегами в Российской Федерации по различным направлениям, что, несомненно, должно привести к улучшению ситуации в налоговом администрировании. В рамках программы формирования общего экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства двух стран предусмотрена существенная информационно-технологическая помощь Российской Федерации по реализации в течение 3 лет проекта по внедрению контрольно-кассовой техники и другим направлениям на сумму порядка 800 миллионов рублей. Российские коллеги оказывают налоговым органам Республики Абхазия помощь в повышении квалификации сотрудников и внедрении современных информационных технологий в сфере налогового администрирования. Как вам известно, в 2021 году был принят закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия. Внедрение новых информационных технологий в налоговом администрировании позволит с минимальными трудозатратами обеспечить сбор и анализ необходимой информации с передачей данных в режиме реального времени. Нам необходимо в короткие сроки внедрить современные технологии, обеспеченные полнотой учета выручки, основанные на применении контрольно-кассовой техники. Важнейшими условиями ускоренного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности страны является упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования. Правительству в 2022-2023 годах в приоритетном порядке необходимо инициировать соответствующие изменения в налоговое законодательство. При этом отмечу, что на данный момент проходят согласования и в скором времени поступит в Народное собрание Республики Абхазия следующие проекты законов об акцизах,
о внесении изменений в закон Республики Абхазия о налоге на прибыль организации, о внесении изменений в закон Республики Абхазия о плате за землю, о внесении изменений в закон Республики Абхазия о патентной системе налогообложения, о внесении изменений в закон Республики Абхазия об основах налоговой системы в Республике Абхазия, о внесении изменений в закон Республики Абхазия о подоходном налоге с физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Принятие вышеуказанных законов окажет положительный эффект в части наполнения бюджетов всех уровней. Такая же картина по доходной части складывается в Государственном таможенном комитете. Там тоже есть существенные показатели, поэтому работу в этом направлении надо будет нам всем продолжить. Уважаемые коллеги, социально-экономическое развитие государства неразрывно связано с современными информационными технологиями. В нашей стране они динамично развиваются, даже при наличии определенных трудностей. В этой связи необходима организация полноценной, многофункциональной, современной системы передачи данных с покрытием всей территории страны. Цифровизация должна стать основой формирования национальной отрасли информационно-коммуникационных технологий, которые сформируют принципиально новую организацию работы органов государственного управления и изменят устаревшие подходы к планированию и оценке результатов их деятельности. Одним из первых шагов в этом направлении стало создание общедоступного электронно-цифрового единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Отсутствие вышеуказанных реестров в электронно-цифровом формате создавали сложности оперативного и своевременного доступа заинтересованных лиц и органов государственной власти к требуемой информации. С введением системы стало возможным обеспечение механизмов комфортного дистанционного доступа к информации гражданам Республики Абхазия, осуществляющим предпринимательскую деятельность, обеспечение совместимости и взаимодействия ее с иными информационными системами и сетями Республики Абхазия. Реализуется пилотный проект электронно-цифровой базы данных, записей актов гражданского состояния и нотариальных действий. Уважаемые коллеги, проблемы в электроэнергетической сфере долгие годы негативно влияют и на развитие экономики, и на качество жизни граждан. Возрастная структура электросетевого хозяйства подразделяется на 3 группы, из которых первая группа со сроком эксплуатации до 25 лет, вторая группа со сроком эксплуатации 25-40 лет и третья группа со сроком эксплуатации свыше 40 лет. Уровень износа электросетевого хозяйства по оценкам специалистов составляет 80%. Такое положение не может обеспечить требуемую надежность электроснабжения потребителей и энергобезопасность страны в целом. Не менее важной проблемой является низкий уровень собираемости за потребленную электроэнергию. Это происходит ввиду недостаточного оснащения приборами учета электроэнергии. В 2022-2026 годах планируется реализация комплексной программы по закупке и установке приборов учета электроэнергии и программа реконструкции, модернизации и расширения объектов электросетевого хозяйства Абхазии. Эксплуатация энергосистемы требует постоянных колоссальных затрат, даже в нынешнем ее состоянии, не говоря уже о новом современном оборудовании, поэтому уже очень давно назрела необходимость пересмотра стоимости, методики расчета и применения тарифа на потребление электроэнергии. В связи с этим в 2022 году принято постановление Кабинета министров Республики Абхазия об утверждении порядка формирования и применения тарифов, правил пользования нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики, в рамках которого планируется поэтапное в течение 5 лет
доведения тарифов до экономически обоснованных. Хочу обратить особое внимание на необходимость усиления работы по пресечению незаконной добычи криптовалют, масштабы которой наносят колоссальный ущерб в электроэнергетике и приводят к непозволительным финансовым потерям государства. В стране необходимы дополнительные энергоисточники. До конца 2022 года будет разработана генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Абхазия. На эти цели выделено 70 миллионов рублей. На социально-экономическое развитие непосредственно влияет и состояние транспортной инфраструктуры. Удельный вес автомобильных дорог республики, не соответствующих нормативным требованиям, очень высок. Общая протяженность существующих автодорог составляет 2305 километров, 474 километра дороги республиканского и 1800 местного значения, из которых в удовлетворительном состоянии находится менее 50%. Не менее сложная ситуация и с железнодорожным транспортом. Протяженность Абхазской железной дороги составляет 190 километров, а изношенность инфраструктуры составляет выше 80%. Это провода, опоры, подстанции, подъездные пути, узлы, вокзалы, станции. Практически отсутствует подвижной состав. Потенциал Абхазской железной дороги может быть значительно увеличен при условии полного восстановления железнодорожного полотна и соответствующей инфраструктуры. Государство должно изыскать возможность для вложения серьезных средств в железнодорожную инфраструктуру. Ведется активная работа в направлении реанимации авиасообщения. Разработана и планируется к реализации дорожная карта, которая предусматривает мероприятия по проектированию, реконструкции аэродромного комплекса, определению источников финансирования, разработке и принятия нормативно-правовых актов в сфере воздушного законодательства. На эти цели выделено уже 120 миллионов рублей. Транзитный потенциал страны позволяет создать крупный транспортно-логистический центр, включающий в себя использование морского транспорта. Портовая инфраструктура в Сухуме и Очимчире требует реконструкции. Она должна быть привязана к автодорожной и железнодорожной инфраструктуре. Важным вопросом, требующим решения, является увеличение пропускной способности пункта пропуска на абхазо-российской государственной границе и упрощение режима работы данного пункта пропуска. К этой работе уже депутаты парламента подключились, впервые прошли масштабное слушание в Государственной Думе, создана рабочая группа, и мы будем активно продолжать работу в этом направлении, потому как эта задача для нас она важна, решение этой задачи, и мы будем ее решать. Уважаемые коллеги, как известно, одним из ключевых ресурсов социально-экономического развития общества является человеческий потенциал. Экономические трудности негативно отразились на бюджете Пенсионного фонда страны. Учитывая масштабы страны, численность населения и социально-экономические условия, целесообразно объединить все вопросы определения права на пенсию, исчисления ее размера и порядка выплаты в одном законодательном акте, который должен быть максимально удобным в реализации. В 2020 году бюджет Пенсионного фонда по доходам и расходам был сформирован в объеме 1 миллиарда 100 миллионов рублей, но из-за пандемии COVID-19 был исполнен всего на 90 с лишним процентов. В течение 2020 года количество получателей, которым был повышен размер доплат к пенсиям на 100%, составил 7695 человек. На эти цели из государственного бюджета было направлено 148 миллионов рублей дополнительно. В 2021 году бюджет Пенсионного фонда по доходам был увеличен и составил 1 миллиард 253 миллиона рублей. Исполнение составило 96%. С 1 октября 2021 года повышен размер доплат отдельным категориям пенсионеров, на что из бюджета было выделено 208 миллионов рублей. В 2022 году
бюджет Пенсионного фонда по доходам и расходам составит 1 миллиард 286 миллионов рублей. С января по май поступления доходов составили 490 миллионов рублей, или 38% от годовых значений. В доходную часть бюджета Пенсионного фонда поступило страховых взносов на 61 миллион рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. Это позволило сократить задолженность по пенсионному обеспечению, образовавшуюся в конце 2020 года. В декабре 2021 года мной была утверждена государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. Целью этой программы является достижение к 2025 году значительного увеличения объема ВВП, среднемесячной заработной платы, а также собственных доходов государственного бюджета. Для выполнения таких задач в программе предусмотрены меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Частично я говорил о них ранее. К примеру, на поддержку предпринимательства в программе предусмотрено порядка 2,5 миллиардов рублей, более 2 из которых будет профинансировано Российской Федерацией. Более 10 миллиардов рублей должен составить объем средств программы льготного кредитования российскими банками. В этом направлении планируется к реализации крупные инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевого производства и туризма. Общее количество рабочих мест более 1500. В связи с форс-мажорными обстоятельствами последних месяцев в данном вопросе возможно смещение сроков, но работа в этом направлении не прекращается. Программой также предусмотрена возможность создания государственной корпорации развития Республики Абхазия. Поэтапное повышение зарплат основных категорий работников госучреждений ведется в рамках соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 2015 года. Так, в 2019 году уровень зарплаты составил 12 тысяч рублей, в 2020 году 16 тысяч рублей, в 2021 году 19 тысяч рублей, а в 2022 году целевые показатели установлены на уровне 23 тысяч рублей. Уважаемые депутаты, несмотря на очевидные трудности, нам удалось заметно изменить криминогенную обстановку в стране. Мы отмечаем существенное уменьшение тяжких видов преступлений, в том числе привычные до недавнего времени похищения людей. В 2021 году количество смертей в ДТП сократилось на 26%, до 42 против 57 в 2020 году. И эта цифра очень высокая, я на эту тему говорил. Мы будем очень тщательно в этом ключе работать и требовать от соответствующих структур, чтобы динамика, которая обозначена, она была выдержана. Однако общая ситуация с соблюдением правопорядка оставляет желать лучшего. Требуются реформы правоохранительных структур, включающие в себя законодательные, организационные, материально-технические решения. Реформы должны обеспечить четкое взаимодействие всех сил, на которые возложены функции охраны общественного порядка, соблюдения законности, охраны интересов личности и общества, безопасности государства в целом. В сентябре 2021 года мною представлен ряд законодательных и иных инициатив в этой сфере. Они затрагивают изменения в уголовном, уголовно-процессуальном кодексах, кодексе об административных правонарушениях, кодексе об административном судопроизводстве, других законах, регулирующих вопросы соблюдения правопорядка и противодействия организованной преступности. Принятие этих законов имеет исключительно важное значение в повышении качества работы правоохранительных органов. В соответствии с Абхазо-Российским соглашением о софинансировании расходов по поэтапному повышению материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел, подписанным в октябре 2020 года, средняя заработная плата сотрудников увеличилась до 23 тысяч рублей против 14 тысяч рублей в 2020 году. Аналогичная работа проводится и по линии службы государственной безопасности.
В этом ведомстве заработная плата за этот период увеличена на 75%. В рамках указанного выше соглашения в 2020 году, с 2020 года по настоящее время для органов внутренних дел Республики Абхазия приобретен 121 автомобиль, около 12 тысяч единиц обмундирования, 335 радиостанций, более 650 единиц специальной, компьютерной и иной техники. Создана база по учету и регистрации оружия. В полной мере работает комплекс автоматизированной баллистической идентификационной системы и многое другое. Кроме того, Министерство внутренних дел проработан и готов к реализации проект по развитию сети камер видеонаблюдения, создания Центра обработки данных и ситуационного центра МВД. Дано поручение Министерству внутренних дел приступить к переговорам с Министерством внутренних дел Российской Федерации и создать криминалистический центр современный на базе ИКЦ. Работа в этом ключе двигается. Уважаемые коллеги, относительно недавно вами назначены новый руководитель Верховного суда, во главе которого человек с безупречной репутацией и профессионал в своем деле. В судейском сообществе ведется работа по подготовке предложений в части повышения качества функционирования судебной системы. Надеюсь, что эта работа будет завершена к концу текущего года. Важным направлением для нас является долгосрочная политика поддержки социально уязвимых семей и детей. Необходимо разработать механизм оказания поддержки наиболее нуждающихся категорий граждан. Остаются нерешенными вопросы, связанные с семьями, которые не относятся к категории многодетных, но при этом находятся в очень трудном положении. Аналогичная ситуация и с семьями, в которых растут дети с ограниченными возможностями, в которых родители не имеют стабильного заработка, неполные семьи. Считаю необходимым усилить координацию деятельности всех ведомств и четкое определение ответственных структур и исполнителей, которые в той или иной степени задействованы в сфере защиты детей в целях качественного улучшения социальной работы государства. Это прежде всего Министерство социального обеспечения и демографической политики, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и языковой политики, Министерство внутренних дел. Считаю необходимым приступить к разработке нормативно-правовой базы, четких процедур, системы координации и контроля всех вовлеченных в этот процесс органов. Крайне важно, чтобы все, без исключения дети, получали все необходимое для развития. Уважаемые коллеги, современное международное положение, особенно в контексте ныне складывающейся ситуации, растущие внешние вызовы и угрозы диктуют необходимость активизации скоординированной с Российской Федерацией, нашим стратегическим союзником, работы на внешнеполитическом направлении. Внешняя политика Республики Абхазия сфокусирована на защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства, сохранении и укреплении его независимости и территориальной целостности. Основополагающее значение мы придаем дальнейшему развитию и укреплению абхазо-российского союзничества, установлению новых и расширению существующих международных контактов, проведению скоординированной внешней политики, созданию общего пространства обороны и безопасности, формированию общего социального и экономического пространства, созданию условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации. В 2021 году продолжилось активное взаимодействие с Российской Федерацией на всех уровнях. Республика Абхазия, благодаря стратегическому союзу с Россией, продолжает предпринимать усилия для решения внешнеполитических задач. На данном этапе Абхазия признана рядом государств-членов ООН. Наша страна надежно защищена от внешних военных угроз. Все вышеперечисленные направления
соответствуют договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 2008 года и договору о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Мы обязаны исчерпывающим образом исполнять договорные обязательства и не давать поводов для сомнения в нашей надежности как союзника. Республика Абхазия всесторонне поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией. Именно поэтому я подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Одной из важнейших задач внешней политики Республики Абхазия является наращивание новых связей и контактов в различных регионах мира, а также укрепление взаимодействия с государствами, признавшими независимость нашей страны. Углубляются сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой, в том числе в военной сфере. Развивается сотрудничество в Латинской Америке. В соответствии с указом президента в 2021 году было учреждено посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа. Положительная динамика наблюдается и в отношениях с братской Республикой Южная Осетия и с Приднестровской Молдавской Республикой. Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Североатлантическим альянсом вблизи наших границ, как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии. Союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения оборонной безопасности Абхазии. Придаем особое значение взаимодействию с вооруженными силами Российской Федерации в составе объединенной группировки войск. Совместная боевая подготовка, участие военнослужащих вооруженных сил Абхазии в проводимых российскими коллегами военных учениях и иных мероприятиях способствует формированию боевого содружества. Все это делается для обеспечения оперативного и адекватного реагирования в случае военной угрозы. Дальнейшее укрепление военного сотрудничества с Российской Федерацией и реализация международных договоров между нашими странами в области обороны являются важнейшей задачей по сохранению мира в регионе. При этом нельзя не сказать, что ряд возможностей, прописанных в договоре от 2014 года, в прошлом были упущены, чего нельзя допустить в будущем. Идет активное взаимодействие на уровне специальных служб. Я говорил вчера, поздравляя коллектив Государственной службы охраны о том, что противостояние в большей степени переходит в невидимую плоскость, и мы, к сожалению, на стадии ледяной войны, после холодной войны, вот такая вот сегодня произошла трансформация. И это взаимодействие существенным образом, взаимодействие специальных служб укрепляет обороноспособность нашей страны. Уважаемые коллеги, одной из приоритетных задач реформирования системы и структуры государственного управления является совершенствование нормативно-правовой регламентации. Закрепленные в действующей Конституции подходы к организации и деятельности органов исполнительной власти требуют изменений. Необходимо повысить уровень персональной ответственности руководителей органов государственного управления. В этой связи представляется актуальным и востребованным установление дополнительных ограничений, связанных с пребыванием в составе правительства Республики Абхазия и занятием руководящей должности в органах государственного управления, направленных на обеспечение интересов государства, исключение конфликта интересов, минимизирование коррупциогенных факторов. На протяжении многих лет в абхазском обществе активно обсуждаются вопросы взаимоотношений исполнительной и законодательной ветви власти. Высказываются различные мнения, такие как
о перераспределении полномочий между ними, об упорядочении работы органов исполнительной власти, о сокращении численности государственного аппарата. С учетом этого Комиссия по конституционной реформе решила сосредоточить работу над главами 3 и 4 Конституции Республики Абхазия. Ею выработаны предложения по внесению изменений в основной закон Республики Абхазия. Они касаются и самого принципа организации руководства исполнительной ветвью власти. Есть предложение упразднить должность премьер-министра, но существует и другое мнение – упразднить должность вице-президента. У сторонников обоих идей есть некоторые аргументы, которые можно считать обоснованными. В любом случае, вопрос этот чрезвычайно важный, и решать его необходимо взвешенно, с учетом всех нюансов. Тоже касается и предложений по формированию высшего законодательного органа страны – Народного собрания. Кто-то считает, что выборы в парламент должны проводиться по смешанной системе, предполагающей выборы по партийным спискам, но другие считают этот путь пока еще опасным для страны, поскольку до сих пор в стране не сложилась классическая партийная система. Иными словами, поле для дискуссий по данным темам довольно широкое, и мы готовы к такому диалогу для поиска и принятия наиболее выверенных решений. Иначе быть не может, потому что эти вопросы решают задачи не только политических партий, они затрагивают напрямую интересы всего народа. В этой связи важно обратить внимание на мнение бывших президентов Абхазии, озвученных в разные годы в посланиях к парламенту. В 2007 году Сергей Багапш констатировал следующее. Надо признать, что во многом возможности страны блокируются неповоротливым, малоэффективным, зачастую некомпетентным государственным аппаратом. В ближайшее время необходимо серьезно пересмотреть структуру исполнительной власти, придав ей максимум рационализма и оперативности в представлении населению качественных услуг. Далее он отметил, необходимо сбалансировать полномочия президента и парламента, подумать над тем, чтобы закрепить за Народным собранием право на дачу согласия президенту утверждать кандидатуру премьер-министра и право президента распускать Народное собрание и назначать новые выборы. В 2012 году в своем послании к парламенту Александр Анкваб обозначил свое видение конституционной реформы, а именно в ближайшее время на рассмотрение Народным собранием в части его компетенции будут направлены наши предложения по конституционным изменениям в структуре исполнительной власти. Прежде всего, эти предложения будут касаться упразднения должностей премьер-министра, вице-премьеров правительства, создания единой администрации исполнительной ветви власти вместо существующих и дублирующих друг друга. И далее, вице-президент, как и глава государства, избирается всенародно. Легитимность его правового статуса не вызывает никаких сомнений. В 2013 году в послании Народному собранию Александр Анкваб в контексте вопроса перехода на парламентскую систему правления озвучил следующее. Мы не готовы к этому ни политически, ни экономически, ни социально. Это будет лишь декларативная смена, ничем не подкрепленная, не жизнеспособная. Рауль Хаджимба в послании 2017 года также говорил о конституционных изменениях. Цитирую. «Данные изменения должны, в частности, предполагать наделение парламента правом давать согласие на назначение премьер-министра, что сбалансирует полномочия президента и парламента, создаст более эффективную систему сдержек и противовесов и будет способствовать совершенствованию взаимодействия законодательной и исполнительной власти». Уважаемые коллеги, я же, в свою очередь, хочу подтвердить то, что сказал в своем приветственном слове на первой сессии вновь избранного парламента в апреле текущего года. Администрация президента Республики Абхазия в ближайшее время направить весь наработанный и обобщенный материал в парламент. Считаю, что от слов пора перейти к делу. Предлагаю вам, уважаемые депутаты, эти материалы изучить, все взвесить
и не позднее 2023 года осуществить необходимое преобразование. Уважаемые депутаты Народного собрания Парламента Республики Абхазия, уважаемые соотечественники, обстоятельства, связанные с эпидемией COVID-19, буквально сковывали нас на протяжении 2 лет. Но они вновь побудили наш народ к проявлению колоссальной выдержки в условиях, честно скажем, изматывающих, но жизненно необходимых ограничительных мер. Десятки молодых людей стали волонтерами. Духовной опорой общества, как и всегда это бывало в трудное время, стали абхазские традиции человеколюбия, забота о семье и взаимная поддержка. Я это говорю вполне ответственно. Десятки, сотни примеров, когда люди делали все, чтобы помочь друг другу. Это залог того, что и другие испытания мы преодолеем вместе, оставаясь верным заветам наших отцов и дедов. Это делает нас сильнее. Сбережение народа Абхазии – высший приоритет. В связи с этим главнейшими вопросами современной повестки остаются укрепление абхазского государства, защита семьи, развитие экономики, образования, науки и культуры. В этом аспекте особое значение имеют меры, направленные на сохранение и развитие государственного языка. Для создания условий изучения и развития абхазского языка считаю необходимым подготовку и издание учебников нового поколения на основе современного коммуникативного метода и других эффективных технологий, ликвидацию разрыва между учебной и естественной коммуникацией, адаптацию учебного материала к современному разговорному языку, определение общего стандарта, качества знания языка, системное повышение квалификации преподавателей и реализацию иных мер. Нам нельзя усложнять ситуацию, при которой государственным языком будет сложно овладеть не только абхазам, но и другим нашим соотечественникам. Каждый из нас, и представитель власти, и рядовой гражданин, несет свою долю ответственности, но все мы вместе ответственны за свою единственную родную землю. Другого отечества у нас нет и не будет. Мы должны сделать так, чтобы жить, работать, реализовывать свой потенциал каждому гражданину нашей страны было комфортно в родном доме, в Республике Абхазия, Апсны. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, благодарю вас и рассчитываю на поддержку парламента инициатив исполнительной ветви власти во благо народа и государства. Благодарю вас, Аслан Георгиевич, за оглашение послания парламенту Республики Абхазия. Уважаемые коллеги, нам необходимо принять постановление о принятии к сведению послания президента Республики Абхазия. Зачитаю текст постановления. Постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия о послании президента Республики Абхазия. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Конституции Республики Абхазия и статьей 139 Регламента Народного собрания парламента Республики Абхазии, заслушав ежегодное послание президента Республики Абхазия Бжани Аслана Георгиевича о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства и ее осуществлении, Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет принять к сведению положения и выводы, содержащиеся в послании президента Республики Абхазия Бжани Аслана Георгиевича Народному собранию парламенту Республики Абхазия. Пункт 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Ставлю вопрос на голосование. Голосуем. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые гости, за участие в сегодняшнем расширенном заседании сессии парламента. Заседание сессии парламента объявляю закрытым. Спасибо.